Здравствуйте! Мы начинаем первый эфир из студии «Точки взаимодействия» телеканала Округ.ТВ. И сегодняшняя тема нашего разговора – малая авиация. Ну, не знаю, как правильно все-таки, но дело в том, что на сегодня есть авиация, называют такой вид самолетов автожир или героплан. И сегодня у нас в студии Гаджи Амирханов, но он известен тем, что вездеходчик и, может так, изобретатель вездехода на базе Урал, да, я так правильно? Да. И Александр Мярин, директор ООО «Арктик Спецмаш». И сегодня мы хотим поговорить о... Я не знаю, как правильно это назвать. Я говорю малой авиации, думаю о наших ПО-2 там и так далее, да? А здесь появилось какое-то новое... Героплан. Героплан, да. Вот немножко мне сказали, что первый, кто увидел этот героплан, это был Александр, да? Да, из Якутии, который начал на нем летать. Да. Именно Александр, можете рассказать об этом? Ну, это Гаджи меня пригласил. Говорит, я здесь нахожусь, значит, приезжай, пожалуйста, посмотри, чем я занимаюсь. Я приехал, и он меня, значит, говорит, хочешь прокатиться? Посадил, я думаю, шутит. И буквально, реально, вот первые 7-8 минут полета, которые он мне устроил. Вот, это где было-то? Это было в Воскресенске, Московской области, авиацентр Воскресенский, который создан, значит, первыми, скажем, отечественными. А вы как вот этот центр попали, Гаджи? Авиационный учебный центр. Я как бы начал искать, я давно уже искал, что же применить из авиации именно на Крайнем Севере. Потому что где я только не был, я и в Питере был, и каждый год куда-то ездил, искал авиацию, подбирал. Ну и так получилось неудачно, я купил вертолет. Какой вертолет? К-26. Это что? Сельскохозяйственный, ну, с овосными винтами вертолет, да. Ну, когда уже столкнулся с вертолетом, были там проблемы, потому что по оформлению, потому что у меня не было пилотского, нужно было учиться, оказывается. Сколько надо было учиться, кстати? Ну, наверное, учиться, лет 5, наверное, надо, я так думаю. До такого класса вертолета, да, ну, если так брать. А так, наверное, там, не знаю, наверное, год. Я даже не стал после этого интересоваться и поинтересовался более легкой авиацией. Вот. Думал, может быть, гидросамолет приобрету Бориса Чернова, Ч-29. Поехал туда, посмотрел его. Что-то мне не понравилось. Вот. Затем вернулся опять, на следующий год опять начал задумался, ведь все-таки нужно что-то. Потом обнаружил, что есть автожир, вот, автогероплан. И начал листать в сайтах, нашел в сайте Воскресенский под Москвой, 80 километров. Я предлагаю посмотреть сейчас создателя этого автожира, я имею в виду с точки зрения российского производства, Романа Устинова, я правильно говорю? Да. Сейчас мы покажем вам этот сюжет небольшой 2011 года, когда только автожир или героплан появился. Да, там, где я как раз учился и окончил. Здравствуйте. Ну, это аппарат, это уникальный аппарат. Это автожир. Автожир – это такой некий симбиоз между вертолетом и самолетом. Презентация этого аппарата была только что в России на авиасалоне Телераша. Это автожир Кавалон. Система посадки side-by-side, что позволяет и пилоту, и пассажиру оптимально пилотировать и осуществлять обзор территории. Посадка аппарата уникально удобная и позволяет оперативно, буквально в течение нескольких минут себя
подготовить к полету, к пилотированию и взлететь в воздух. Авионика, радиостанция, высотомер, указатель воздушной скорости, указатель раскрутки ротора. Можно отстегивать вот эту дверь и мониторить местность. Автожир – это аппарат, который летит на авторотации. Авторотация – это что? Это раскрутка ротора происходит за счет набегающего потока. Посадка при отключенном двигателе осуществляется очень комфортно и без никаких проблем. У автожира большое преимущество, что он может летать очень низко и очень медленно. Если нужно где-то сесть в поле, на дороге и в любом неподготовленном месте, автожир садится без проблем и осуществляет это очень безопасно. Почему же автожир, аппарат, это техника будущего? Да по простой причине, что буквально любой человек в течение 15 часов может овладеть управлением этого аппарата. Это техника будущего, потому что любой человек его может хранить в собственном гараже, буквально на тележке привезти на летное поле или на дорогу и летать и получать удовольствие от полета. Мы продолжаем. Вот только что вы узнали одного из создателей автожира, да? И хотел бы, Гаджи, спросить, вот я показываю вам, вы на таком летали? Да, конечно. На таком я обучался. Вот именно на таком. Да, два вида был. Это Кавалон и Галедус. Парта и тандем. Ну, Александр, да, мне показалось, что это несерьезная техника. Вот с первого взгляда такая у меня была по видео, такая вот. Неужели этот картонный, не знаю как, вертолетик может какие-то цели делать? Я понимаю, что он наших больших людей в Москве возит как такси, это все понятно. А вот вы летали, там нет ощущения того, что сейчас пол провалится, не? Ну, вот я тоже первая мысль, когда об этом услышал, был почти такой же. Но я когда это услышал от Гаджи, которого я знаю уже с 2010 года, по вездеходам, знаю, что этот товарищ, значит, зря не посоветует, и сказал, садись, сел. Потому что мы с ним, считай, 50-го года по вездеходной тематике, ну, в очень сложных вещах участвовали. Я к нему лучших вездеходчиков российских привозил, депутатских. Общались они, и они там его зауважали. И, соответственно, я, значит, считаю, что если Гаджи говорит, значит, может садиться. Поэтому сел спокойно. И слетал вот так первый раз. Я и хотел узнать, да. Какого впечатления? Нет, впечатление действительно было. Я вот этих мне 7-8 минут, которые там дают 15 минут проедет, на все вопросы практически снимает. Я вот как там, мы подлетали, вот машина по автостраде едет, почти над ней зависали, рядом прилетали. Там речка, значит, ну, баржа, прямо чуть ли не на палубу приседали и отскакивали. Там вот эти стога сена, вот такие большие, ровные, между ними почти наравне с комбайнами, вот так. Ну там такой пилот, инструктор был. Да, Ушаков, Михаил Михайлович. Как коптер, да, только ты уже в коптере, да? Да, внутри коптера получается. Ну вот и по идее вот этим коптером, во-первых, коптер тебя поднять проблема, и дистанционно все-таки управлять сложно. Тут прямо живая реакция. А вот теперь давайте, вы мне сказали, что вы один из первых, то что сделал? Вот он получил пилотское удостоверение СВС на автожир, да. Давайте я вот прочитаю, покажу, значит, так. Амирханов Гаджи Абдулатипович, так, российская подпись обладателя свидетельства
действует бессрочно? Как бессрочно? Да, ну пожизненно. Пожизненно. Да. Обладатель свидетельства продемонстрировал способность использовать радиооборудование на борту воздушного судна. И вверху написано. Классификация по-английски читать или по-русски СВС с аэродинамическим управлением автожир. Прямо автожир, да. Так и называется. Да. Ну а теперь вот такое свидетельство говорит о том, что вы первый пилот получаете в Якутии. В республике. А вообще по России сколько получается? По России, наверное, 20, может 22, могу ошибиться, потому что еще не получили. Но проходили эту школу. Школа новая. Да, новая школа. Да. Ну вот мне показалось то, что... Она единственная у нас в России, в городе Воскресенске под Москвой. Вот, авиацентр Воскресенск, АУЦ. Вот, так и называется. И там вот обучают, говорит, управлять автожиром. То есть вы с вездехода перешли на автожир. Да, были проблемы. И это вот то, что я вижу, картонный вертолетик, да, мопед. Вы говорите, что это мопед летает. Скажите нам. Да, это серьезный аппарат. Это очень серьезный аппарат, да. Он летает и очень хорошо летает. Он летает настолько хорошо, что то, что может выполнить этот аппарат, не может выполнить другие судна воздушные. Но мне сказали, что для что нашего района, допустим, региона Северного, этого было бы достаточно, хотя бы для начала, начать, чтобы вот на вездеходе, вездеход тоже нам нужен. Допустим, бывает, что какие-то проблемы, нужно будет, вот получили СОС, но не знаем, где люди, нужно их обнаружить. Ну вот недавно случай, сейчас вот поиски были, поднимали вертолет МЧС, людей задействовали. Я к чему спрашиваю, насколько разница между вот тем вертолетом, который летал, и разница автожиром, да. Да, и стенки разница. У него какие все-таки? Нет, не карбоновые? Нормально, это карбоновые здесь, в общем, проверенный, надежный, схема очень хорошая. Там и рама присутствует. А разница такая, у него вертолет обычно 700-800 литров в час, а у него всего лишь навсего от 15 до 18 литров в час. То есть за счет... А скорость у нас почти одинаковая. Что ж тогда там за двигатель стоит? Там стоит Ротор с 914. Автомобильное топливо. Работает на автомобильном топливе 95-м. Можно 98-й, ну и допускается 92-й. Ну, в зависимости, какая будет загрузка. Вы хотите сказать, что это автомашина, которая летает? Да, это так оно и есть. Это автомобиль, который летает. Но они есть разные модификации. Есть и тандем, и парта, есть вот Кавалон, Галидус, МТО. Радиус действия такого... Дальность полета 680 километров в данный момент вот у этого, у Галидуса он считается... Что такое Галидус? Вот то, что Роман рассказал, это как бы... Устинов? Да, Устинов для такси, да? Да, это как... А вы сейчас говорите о каких? Ну, много функций можно выполнять. Можно разведфункции выполнять, да. Но это же все-таки быстро и надежно. Можно ехать на вездеходе, 3 дня искать что-то, а можно пролететь и потом уже отправить вездеход. Или сесть на вездеход и поехать. Или что-то подвезти. Допустим, в наших районах бывает, что больные люди, там надо какой-то, ну, закончился медикамент, или нужно, его нет там, нужно доставить. А чем доставлять? Вызывать вертолет? Это... Стоп, у этой маленькой машинки грузоподъемность какая? У этой маленькой машинки грузоподъемность 220 килограмм. При этом она летит 680 радиус. Нет, дальность полета, да, 680 километров. 5 часов может быть полет. 5 часов в воздухе может он висеть. И второй вопрос, мне сказали, что у него конструктивность такая, что он разбиться не может. Да? Нет, не может. Он работает на авторотации. Он летает на ротации. Это то же самое крыло лопасти у него изготовлено, именно как на самолете крылья. Вот. От набегающего потока раскручивается и создается, за счет сопротивления создается подъемная сила. Она поднимается, а сзади уже маршевый винт, который толкает его двигатель, естественно. Ну я просто, вот давайте вот я показываю на общем плане, да, вот смотрите. Когда выключается двигатель, он что делает? Он ротирует. А, просто плавно падает. Да, плавно спускается, 0,12 метров в секунду. А на земле снял или там вытянул, да. И он в аэровездеход
превращает. И по земле может лыжи одел и как вниз на аэросоне пошел. Да, вы можете приземлиться там, где, допустим, погода вас придавила или плохо стало. Вы можете сесть в любую точку, там, где позволяет вам вот этот пятачок. А с пятачка вы можете зафиксировать лопасть и переехать где-нибудь пошире, найти такое для разбега 150. То есть зимой можно лыжи поставить, да? Он на лыжах будет летать, да, конечно. Если я хочу сделать на воде, Ну, поплавки. Поплавки да, поставить. тоже. Это как бы отдельно. Все это колеса есть специально большие колеса. Болотоходные. Да, дутые колеса, которые На могут болото садиться садиться. на косы, речные косы. На мягкую почву Вот, садиться. тогда перейдем. Вы закончили, и каково управление данным аппаратом? Ну, как, очень легкое управление. Штурвал, как и во всех самолетах, вертолетах, также работает триммером, тоже тренируется. Нет, вот у нас есть для детей вот эти вот Джойстики. вот они играют, что-то типа этого. Я так грубо, конечно. Нет, но- это все то же самое, как на вертолете. Ага. Рычаг управления, вот А этот штурвал. вот там вот смотрели. Авионика полностью, да. Стопроцентная авионика авиационная. Все необходимые приборы там, То которые есть есть нужны. система безопасности, Да, всё есть. есть И GPS, да. дублирование всё есть. Да, ну GPS это Дублирование сегодня всё. по желанию, потому что компас, все, ну это обязательно входит. Там Но я компас, видел по вашей высотомер, картинке, вы давление, там сотовый скорость. себе телефон ставили и Да, да, да. где вы там летаете, если по городу, то спокойно. Да, ну сегодня это так и делается, устанавливается, она как дублирующая получается. Но это в авиации это нормально. Насколько сложно переобучаться вот людям вашего возраста? Никакой сложности, потому что мне 55 лет, а со мной обучался Рассадин Александр Владимирович, ему 65 лет. Он никогда не летал, просто решил с возрастом забраться в небо. И вместе со мной сдавал экзамены, все, и сегодня он приобрел уже себе автожир и летает в удовольствие. Я имел в виду, то есть здоровье не обязательно? Нет, почему же? Обязательно, власть нужно пройти. Но это не такие же условия, как военный летчик. Так Нет, там второго класса. Второго класса проверяется, ну там, будем говорить, если вы чувствуете себя здоровым, у вас все нормально, давление, сердцебиение, как говорится, все хорошо, и, пожалуйста, летайте. Это, будем говорить, на уровне автомобиля, только летит по воздуху. Ну а теперь, Александр, если вы заинтересовались этим видом транспорта, наверное, есть на то причины. Я как предприниматель Гаджи понимаю, потому что он может приобрести этот автожир, правильно, да? Да. Интересное название, от жира бесит. И выполнять определенные функции для народного хозяйства. А с вашей точки зрения? Ну, значит, и я как, ну, если кто помнит, и технопарком, и венчурной компанией работал, и конкретно мы сейчас готовим, скажем, своего бизнес-модель, бизнес-проект прорабатываем, опытно-промышленной или производственной эксплуатации, скажем так, минимум 2 групп из 3-4 машин. Одна, вот, скажем, такого депутатского, в основном на, скажем, на проекте условно живая рыба или на рыбе, а в Якутске, скажем, под эгидой технопарка или, скажем, центр коллективного пользования экстренных служб. Подождите, вы хотите сказать, что этот автоджир летает и зимой при минус скольки градусов? Нет, официально он пока до 20. минус 20, но довести его при современной технике и так далее До минус 40 до минус можно. 40 это не проблема. Подождите, то есть его утеплить, и он будет летать? Да. Да, это не проблема. Я правильно понял, что это машина, которую можно... Да, вот любой автомобиль Да. утепляешь, и то же самое. То же Да, самое. да, да. Хорошо, но раз вы этим занимаемся, как к этому относится Росавиация? Какие есть ограничения? Росавиация сейчас, значит, насколько вот с российским представителем производителя германского мы разговаривали, и в принципе как, естественно, любой производитель продвигает свою продукцию, естественно, Сертификация. да, они это довольно грамотно делают, и я им предложил, скажем, такая модель, что давайте сначала организуем опытную такую эксплуатацию, с ускоренным ресурсом, близким к предельному ресурсу, посмотрим, который вы заявляли, на базе 2, скажем, вот таких групп, если заявленные характеристики технико-экономически подтверждаются, потом принимаем решение вплоть до того, что
может быть здесь даже в Якутии, в рамках какой-либо ТСР, организуем какую-то сборку. И на этой сборке мы оптимизируем и собираем именно вот эти северные модификации. Скажем, не приспосабливать ниже минус 20, только в Якутии нужно, больше нигде практически. И 8 месяцев зимы на лыжах, чтобы могли, допустим, в любом месте приземляться и взлетать. То есть вы хотите серию модификаций? Конечно, да. Вот модифицировать и его уже здесь. И вот, чтобы у нас молодежь летала, и, будем говорить, такие, как я, уже с возрастом люди могли смело прийти, отучиться в Воскресенске. И очень хорошо обучают, там военные летчики, вот, скажем так, коллектив очень хороший там, относятся приветливо и, будем доброжелательно. И ничего ли, все ясно объясняют. Где мы будем брать эти машины? Вот вам довелось на них полетать, они все разные. Нет, да? их там изготавливают в Воскресенске. Там российская сборка, там уже организовали сборку. Аккредитованная. Значит, да. Можно прям там же обучаться и там же приобретать и уже прилетать своим ходом. Опытная партия. Хорошо, там что, есть кредитная система уже? Нет, даже? Да, вот здесь как раз надо механизмы поддержки нашего института развития, соответственно. Но... Я правильно понимаю, вот для этого вы, Саша, здесь и присутствуете, чтобы фирма, которая получила государственные гарантии, могла полностью сделать базу в Якутске и на севере. Я вот так думаю, да? Да. Вот арктическая ТСР создается в рамках арктической ТСР на базе Гаджи. И вот здесь, скажем, Кангаласский ТСР или Технопарк, вот для, условно, Центра коллективного пользования экстренной службы, одна МЧС, извиняюсь, не потянет. Во-первых, тут нужен быстрый, ускоренный ресурс пройти, чтобы востребованность была. Сколько вы обучались? 72 часа. Это 4 месяца он там прожил. 4-5 месяцев. В общем, там от погоды еще зависит. Какая погода, летная, нелетная. Поэтому там уже как, там невозможно. И каждый день летаешь, да? Да, и каждый день летаешь. Техобслуживание, вот я хотел узнать. Вот что интересно, самый даже простейший вот этот вертолет или малой авиации, там техник, который обслуживает, должен иметь специальный допуск. Здесь допуска специального в правах уже есть. Фактически ни гаража, ничего не надо. Нет, в машине всегда гараж нужен. Здесь автомобильный гараж, а не авиационный ангар. Это две разные вещи все-таки. Содержание ангара, площадь такую, и можно содержать его прям в тундре. И сколько он может, вот мы купили, эта группа, сколько он летает? Ресурс у нее какой максимальный? 2000 часов. 2000 часов? 2000 часов. Но делать надо какую-то техническую... Через каждые 100 часов, там 200 часов, 300 часов, 500 часов. В зависимости, там есть формуляр по формуляру. Хорошо. И эксплуатируется масло явно машинное, раз бензин да, то, что предусмотрено именно для этого. Я к чему? двигателя. Вот вы обучались, вы можете эксплуатировать. Насколько он в эксплуатации сложен? Потому что если взять авиационные двигатели вертолета там и так далее. Это реактивный, конечно. Это поршневой двигатель, обыкновенный, скажем так, мотоцикла Урал, оппозитный двигатель 4-цилиндровый. Вот. Также карбюраторы стоят, 2 карбюратора. И максимально он может летать 5 часов, я правильно понял? Да. На своем, на этом топливе, да, которое у него имеется при себе 100 литров. Вместо груза немножко взял топливо и больше. Можете на 2 умножить и дальше улететь. И на сегодняшний день, вот, Гаджи, вы какой планируете взять? Я явно понимаю, что не такой. Я вот видел из ваших понравилось, это нормально. Допустим, для меня, для той цели, которую я себе ставлю, мне нужно именно С-44, у него салон фюзеляжа длиннее, там 2,30, вот, он трехместный, скажем так, грузоподъемный и объемный. Чтобы можно было что-то... Я то, что видел, мы, к сожалению, сейчас не покажем, но просто сзади... французской лицензии. Он санитарный, да? Да, есть санитарный вариант. Там есть и санитарный вариант, и гражданский вариант, и военный вариант. Вот какой выберете, вот тот и возьмете. Допустим, для района, для вот крайнего севера, конечно, я бы рекомендовал бы брать вот такие вот
будем говорить, это было бы за мелочью, допустим, чтобы не вызывать большой вертолет, все равно 3 человека туда больше не садятся. Ну, и рыбы 2 человека больной. 200 килограмм подвозить. Да, и остальную рыбу возить. Ну, каждый час он может рыбу привозить с любой точки. Да, это же просто играючись. Просто если 2-3 автожира, сколько их будет, они будут летать там, в принципе, они себя окупают легко. 2 в работе, 1 в резервном. 3 это как минимум надо. И сколько грубо вот по вашему плану, если делать, вы планируете? Я понимаю, так вы уже так это четко рассматриваете. Ну, скажем так, грубо, в день, будем говорить, в день 2 автожира 500 килограмм рыбы доставляет, будем говорить, уже в центр. Ну, да, в районный центр. Да. Он доставляет. Это я так, с учетом, что не хочет улететь там, или устал, или еще что-то там. Ну, если работать по 8 часов, то он может больше сделать. Вот и это за день. Он летать может. Ветер для него не помеха, наоборот, ветер для него хорошо. Да, там в одну сторону расход, а в другую сторону он быстрее летит. Да. Понятно. Есть и такое, да, понимание, попутный, встречно-лобовой. Ну, для него, допустим, ветер, это 20 метров в секунду, здесь вот даже указано, 20 метров в секунду он летает. Но у нас не каждое судно летает, а самолеты нет, они не летают. У него боковой 15, допустимые. То есть вы уже как авиатор, можно сказать, все-таки выбрали это, а в управлении он проще, чем машина или сложнее? Да, нет, очень простая, но все же зависит, как бы, когда первоначально садишься за машину, он тоже кажется сложный, а потом человек, моторик отрабатывается, привыкает, ну там учат хорошо очень. Хорошо учат. Да, быстро обучают, нормально, надежно. И вот здесь возникает вопрос, да, вот в данный момент для вашего начинания что необходимо, на ваш взгляд? Ну, мне, например, вот для этого коллективного центра надо примерно посчитать реальную потребность, вот, чтобы объем сумеем вот эти 2000 часов, ну, за года 1,5 здесь накатать, чтобы действительно ресурс проверить реально, насколько заявлено. Значит, то есть это взять МЧС, взять пожарников, взять экологов, то еще вот лоповики свои линии проверяют, газовики свои газопроводы проверяют. Вот, дорогие друзья, мы говорим только о том, что пока о пассажирских перевозках речи не идет по одной простой причине, он для этого не предназначен. Да, и невыгодно это. Да, и невыгодно. А вот для поиск людей и так далее. И поэтому мы говорим только о пассажирских перевозках. Не говорим. Да. Спасибо, что были в нашей студии, да, и сейчас мы прервемся на короткую рекламу. И... Прямые эфиры в интернете Сокруг ТВ – это доступность, оперативность и актуальность, большая аудитория зрителей, компьютерная графика, онлайн с нескольких камер, совещания, события, акции, лекции и мероприятия. Онлайн – это самый современный способ достоверной информации. Телефон для справок 753 111. Эхо столицы. Польза в каждой странице. Читайте на этой неделе. Родственник с деменцией. Как с этим справиться? Паразиты, которые живут в нас. Что нужно знать о налогах на квартиру, машину, дачу? Во всех киосках горпечати с четверга. О них некому позаботиться. Они все еще верят и доверяют нам. Их больше, чем ты думаешь. Возможно, их уже нет в живых. Ты можешь спасти жизнь. Они ждут тебя. Газета «Эхо столицы» — это родительская. Студия Округ ТВ предлагает свои услуги. Изготовление простой. Мы продолжаем, и теперь у нас в студии глава Булунского улуса Республики Саха-Якутия Игорь Владимирович Кудряшов. И хотелось бы
Ну, немножко реприза, наверное. Я хочу сказать, что Игорь Владиславович, извините, вы действительно профессиональный пилот. Да, я закончил высшее военное авиационное училище и 24 года провел в самолете Ан-12. В качестве командира экипажа, летчик-снайпер, ну, в общем, все регалии, что есть, я забрал. И вот мы говорим об этом, автожир почему-то, но тем не менее, вот ваше отношение к этой машине. Ну вот, если брать, я профессионал с точки зрения Арктики, Севера, я там именно и пролетал все эти года, и всегда понимал, что государственная авиация в каком-то степени, она постоянно датируется государством, только дальние полеты у нас рентабельны, а внутри вот брать полярные авиалинии, им тяжело покупать новую технику. И все это ложится, конечно, на плечи, в конце концов, потребителя. Вот когда стал главой, ну и до этого, думал, был представитель главы республики в нашем районе, всегда думал, как нам улучшать транспортную схему, а без нее развитие Арктики невозможно. И самое главное, улучшать транспортную составляющую для самого жителя. И вот как пример, вот, чтобы перейти на автожир, вот представим, что развитие транспортной инфраструктуры происходило без автомобильного базиса. Вот представим, что у нас сейчас все летают на каких-то маленьких самолетиках. И тут в студию приходит человек и предлагает нам машину. Мы говорим, зачем машина? Для Севера это дороги, содержание, такая инфраструктура, это настолько нерентабельно. И все сразу становится на места. И следующий этап эволюции после автомобильной техники, это как раз таки и есть малая авиация. И здесь становится вопрос, а малая авиация, она тоже дорогая. И для потребителя стоимость некоторых аппаратов и сложная конструкция, и навыки пилотирования, такие даже как вертолет, это, ну, мягко сказать, неудобно, но не вот, будет так востребовано. У нас был Гаджи, да, Игорь Владиславович. Я бы назвал это легкая авиация. Наверное, так лучше, нет? Ну, давайте можем ее так, наилегчайшая авиация, да. Но еще есть легче. Вот с Гаджим, кстати, летал на дельтаплан, мотодельтапланах. Вот, до этого. Это для него уже, можно сказать, следующий шаг. А я к этому аппарату отношусь очень серьезно. И параллельно с Гаджим, вообще с ним не были знакомы вот, до недавнего времени, я тоже пришел к автожирам. То есть мы должны измерить, что дальность полетов, стоимость данного аппарата, эксплуатация его в этих условиях. И мы все равно придем к автожиру, особенно в условиях Крайнего Севера. Преимущество гораздо больше. Есть, безусловно, отрицательные вещи, которые покажет эксплуатация. Но мы думаем, у всех повышенный IQ интеллект, и мы сможем их тоже решить. И все равно будущее за авиацией. Мы никуда от этого не денемся, мы столько дорог не построим. Ну, никак мы это не сделаем. А потребность в небольших перевозках и в маленьких потребностях, человек, 2 человека, семья, вот небольшие грузы, они останутся, и использовать для этого большой автомобиль или очень ресурсно-затратные вертолеты, но это неправильно, этого не будет. Можно посмотреть, как развивается она авиация на юге страны, где не север. Там уже, как говорится, повально, да? Не страны, а мира. На юге страны очень много у меня, так как бывшие летчики, очень много частных самолетиков. Но там и возможность посадок легче. То для Крайнего Севера все-таки я вот склоняюсь к автожиру. Вот они рассказывали о том, что автожир можно как бы переобувать, то есть у него появляется большая зона посадки, и плюс он еще планирует в случае экстренной. Да, ну давайте, самый безопасный вид транспорта у нас авиация, это чистая статистика, это ни в коем случае не автомобильный вид транспорта, да, но и не было ни одной катастрофы. Катастрофа — это когда происходит поломка судна, происходит авария и с человеческими жертвами. То есть, если человек не умер, это авария. Если умер, это катастрофа. У нас не было ни одной катастрофы на автожире. Дело в том, что вот этот несущий винт, при отказе двигателя, он не перестает вращаться. Он вращается за счет такси, Аламджи, да. Верхний винт у него вращается за набегающего потока. Поэтому он вот именно автожир, это, кстати, от слова гироскоп.
автоматический гироскоп, как бы, ну, переделали на G, потому что английская буква G, так это звучит. Тут, здесь покажут сейчас даже маленький пробег, а опытные инструктора уже, ну и вообще опытные люди, они могут садиться по вертолетному. Вот это очень важно в тундре, да. То есть он почти зависает, а тут коснулся, буквально, может быть, 1 диаметр винта он проедет, а может вообще сразу встать. Все зависит от, хоть небольшой набегающий поток, он может просто остановиться как вертолетно. Для взлета, конечно, ему нужна площадка, но здесь ты можешь пройти, ее выбрать, посмотреть, убрать камни или еще что-то, и найти себе 100 метров для взлета. Вот в этом аппарате. Но дело в том, что все равно это больше теория в районе крайнего севера автожира. Вот в нашем районе мы купили Дельфин 3, просто на такие аппараты у нас денег не хватает. А что такое Дельфин 3? Это тоже можно в интернете залезть. Автожир, Дельфин тоже. Но он полегче там. Внешне также выглядит почти, но то здесь, конечно, намного. Он был как бы классом выше, и, во-первых, он и в производстве, а там, можно сказать, кустарный способ. И мы его поэксплуатируем в этом году именно в районе Тикси. И вот тоже с наработками поговорим, какие у него плюсы и минусы. Не у самого вот моделя Дельфин 3, а вообще как автожир. Потому что в любом случае, даже уже триколы, где только не ездят, но у них очень неудобно, что выхлопная труба выходит под ступеньками, через которые ты заходишь в кабину, и она потом намораживается, появляется лед. То есть деталей всегда очень много, нюансов будет и так далее. Поэтому сейчас мы, когда где-то обращаемся к правительству или еще что-то, у нас, наверное, больше теория, чем практики. Нет, вы же год эксплуатировали, что можете сказать? Нет, мы не в том-то и дело, мы сейчас будем эксплуатировать этот год. И хотелось бы уже, как говорится, показать на практике, что у нас происходит, произошло, да, какие у него плюсы, какие у него минусы. Вы летали уже сами? На автожире я летал как пассажир. Ну и какие впечатления? Да очень хорошие, очень много прощает, может это даже и минус. То есть, когда ты летаешь на самолете, там очень много непростительного, очень много ограничений, держишь себя в рамках, то здесь ты понимаешь, что тебе вседозволенность какая-то даже появляется. Вот. И потом вот все равно следующий этап будет развитие авиации. Давайте вот, мы же когда-то слезли с оленей, с лошадей, да, и когда видели первую машину, мы ее боялись, и какие-то небожители сидели за рулем. Сейчас это вообще банально и смешно вспоминать. Даже никто не верит некоторые, как это можно было бояться управления машиной. Это все то же самое произойдет, будем мы в этом отношении одни из первыми, или не будем ли последними, но это произойдет, так мир развивается, мы никуда от этого не вот денемся. сейчас вы только вот ваш УЛУС, да, как бы получил первый такой небольшой. Мы как не получили, там целая система была, но главное, что он у нас появился, да, и сейчас вот вечером мы будем по совету Гаджи разговаривать с Андреем, вот сейчас по памяти не помню, чтобы именно он у нас полетал, ну, профессионал в этом деле. И тоже вот у нас будет переговор, чтобы у нас и был и пилот. Не надо дилетантов на первый самолет автожир. Вы какое видите применение в Булунском УЛУСе сейчас? Ну, я так могу сказать, он полностью заменяет снегоход. А снегоход у нас есть в каждой семье. Только он, получается, ты быстрее едешь, вот сколько у нас теряется, это только сейчас по телевидению выстрелила вот эта вот семья. У нас до этого были там и геологи, и каждый год это обязательно кто-то теряется. И в данном случае здесь трудно потеряться, потому что ты знаешь, по какому маршруту лежит, там же трекер еще устроенный. Потом потребность именно, чтобы сразу ехало 15 человек, мало. Ну реально же мы хотим что-то перевести, там, я не говорю мешок рыбы, но что-то кому-то передать, какую-нибудь посылочку, еще что-то. И загрузку скомплектовать, полную загрузку для вертолета Ми-8, там 1,5 тонны, ну редко. Сложнее, да, сложнее, да. Да. И самое главное, это уведомительный порядок полета. То есть ты, как сейчас на машине решил куда-то ехать, ты едешь. Здесь то же самое, только ты за 5 минут до взлета уведомляешь, что я сейчас перелечу, допустим, из Кисюра в Тикси. Все. И дальше ты можешь выполнять этот полет. Это очень сильно было снято ограничение.
Вот. Потом у него нет потребности к ВПП, он может то же самое, вот как на снег сесть, тем более местные люди знают примерно, куда садиться и так далее. Но меня удивил в том, что он это на бензине работает. Да? Это нормально абсолютно. Тут тоже топливо, надо подходить к топливу, это по октановому числу, по какое количество энергии оно может вырабатывать, и все. Он вырабатывает определенное количество энергии, значит он подходит, значит он может это летать на обычном бензине, в данном случае на 98. То есть в данный момент вы как глава УЛУСов предлагаете сделать опытные площадки Булунской УЛУС, я так это скажу. Ну, у меня была бы мечта, да, это сделать, это как приложение есть, тем более вот у нас сейчас это автожир приезжает. Мы посмотрим, какая потребность, будем разговаривать между людьми, кто-то на кухне что-то скажет, кто-то в официальной обстановке, кто-то что-то скажет. Будем собирать это данные и выяснять, подходит он для нас или не подходит. А вы как теории и практики. А как летчик, вот отношение Росавиации, имеется в виду разрешительных документов, вы же тоже это изучали вопрос? Конечно, да. Кстати, вот только недавно вообще появилось такое понятие автожир. Было легколетательные аппараты, там до 750 килограмм свыше, ну там много всяких цифр, не буду их называть, но сейчас его просто узаконили как тип летательного аппарата автожир. Раньше даже не получали права на него, получали на легкое одномоторное судно. То сейчас прям строчку вот молодец, что получил права, тем более он у нас первый в республике, кто получил права. Вот, тоже поступок. А после одних каких-то аварий позакрывали все школы. Тогда их было легко получать. И сейчас совершенно другой был подход к этой школе, требования к инструкторам и так далее. Их, если честно, вывернули наизнанку. И они первые аккредитовали, сейчас первые имеют право, юридическое право эти права выдавать. И что они делают? То есть у нас появился белый летчик Аджи Амирханов, да, автожира. И у нас в гостях был глава Булунского УЛУСа. Я думаю, он будет вторым летчиком, но нет, как... Не то, что я не хочу, так, другими заниматься, надо все профессионально делать. Если можно, мне отпустите. Спасибо за что вы пришли в наш эфир. А сейчас, дорогие друзья, мы посмотрим сюжет наших коллег, которые со стороны снимали этот автожир гидроплан. Нет, не гидроплан, правильно будет. Наш канал приветствует вас. Сейчас мы вам расскажем, что такое автожир, или, говоря правильным языком, гироплан. Гироплан – это летательный аппарат, удерживающийся в воздухе с помощью несущего винта, который вращается не мотором, а встречным потоком воздуха. Говоря простым языком, это что-то наподобие вертолета, но у гироплана нет привода на несущий винт. Его раскручивает набегающий поток воздуха. Отсюда гироплан не может зависать на месте как вертолет, и в случае отсутствия встречного потока машина начнет снижение в режиме авторотации. Режим авторотации – это когда двигатель летательного аппарата выключается или ломается, и машина вместо того, чтобы штопором упасть вниз, под действием набегающего потока воздуха раскручивает винт и замедляет падение. Большинство гиропланов не могут взлетать вертикально, но им требуется гораздо более короткий разбег для взлета, нежели у самолета – от 10 до 50 метров с системой предраскрутки ротора. Почти все гиропланы способны к посадке без пробега или с пробегом всего несколько метров. К тому же эти аппараты способны висеть на одном месте при сильном встречном ветре. Таким образом, по маневренности они находятся между самолетами и вертолетами, несколько уступая вертолетам и абсолютно превосходя самолеты. Гиропланы в некотором отношении превосходят самолеты и вертолеты по безопасности полета. Самолету опасна потеря скорости, поскольку он свалится при этом в штопор, а гироплан при потере скорости начинает снижаться в режиме авторотации. Скорость гироплана сравнима со скоростью легкого вертолета и несколько уступает легкому самолету. Типичные гиропланы летают со скоростью до 180 км в час, а расход топлива составляет 15 литров на 100 км при скорости 120 км в час. Таким образом, по скорости и экономичности гироплан напоминает автомобиль, с той разницей, что он перемещается по воздуху. Еще одним преимуществом является широкий обзор и гораздо меньше, чем в вертолетах, вибрации, что делает их очень удобными для аэрофотосъемки, видеосъемки и наблюдения. Гироплан также имеет существенное преимущество перед другими типами легких летательных аппаратов. На нем можно летать даже в сильный ветер, до 20 метров в секунду. Большинство гиропланов имеют одно или два места, также существуют и трехместные модели. Достоинства гироплана.
Аппарат в среднем гораздо дешевле легких самолетов и вертолетов. Управлять гиропланом проще, чем самолетом и вертолетом. Гироплан является одним из самых безопасных летательных аппаратов, что обусловлено следующими его особенностями. Он не подвержен штопору, способен совершать мягкую посадку с неработающим двигателем. Малы требования к площади для посадки. Гораздо менее чувствителен к термическим потокам. Менее чувствителен к турбулентности по сравнению с самолетом. Недостатки гироплана. Низкий КПД использования силовой установки, из-за чего при равном полетном весе и скорости гироплану требуется более мощный двигатель, чем самолету и дельталету. У гироплана с двухлопастным несущим ротором велика вероятность потерять управление в воздухе и потерпеть крушение. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Прямые эфиры в интернете Сокруг ТВ – это доступность, оперативность и актуальность. Большая аудитория зрителей, компьютерная графика, онлайн с нескольких камер. Совещания, события, акции, лекции и мероприятия. Онлайн – это самый современный способ достоверной информации. Телефон для справок 753 111. Эхо столицы. Польза в каждой странице. Читайте на этой неделе. Родственник с деменцией. Как с этим справиться? Паразиты, которые живут в нас. Что нужно знать о налогах на квартиру, машину, дачу? Во всех киосках горпечати с четверга. О них некому позаботиться. Они все еще верят и доверяют нам. Их больше, чем ты думаешь. Возможно, их уже нет в живых. Ты можешь спасти жизнь. Они ждут тебя. Газета «Эхо столицы» — это родительская. Студия «Округ ТВ» предлагает свои услуги: изготовление простой и имиджевой рекламы на телевидении, комплексный прокат видеопродукции, передвижная видеосъемка до 4 камер. Мы открыты для сотрудничества. Телефон 753 111.